Войска Владикавказа стеной пошли вот через ингушские населенные пункты, пошли на Ингушетию. А зачем? Для того, чтобы развести два народа, нужен град, самоходная артиллерия, ураганы. Он говорит, ну ты не понимаешь, ты что, кому сказки рассказываешь? Вот с этих пор я перестал с ним разговаривать. Вы вооружились что, специально против ингушей, что ли? Были помечены дома и все остальное. Что Грачев вам ответил при Ельцине? Глубокомысленно промолчал, покачал головой. Под видом того, что какие-то идут танки с Малгобека, стоят какие-то аэродромы Су-25 в каких-то ущельях горных. Вот Грачев мне говорил, Руслан, вот тут у тебя в Галашках стоит аэродром Су-25. Я говорю, Павел Сергеевич, да там ингуши вообще асфальт не видели, какие-то Су-25. Что такое Су-25, ты же знаешь, штурмовик, его разгон там нужен какой. Вот этот бред там был полный. На картах рисовали какие-то колонны, идут с Малгобека, танков. Кто это делал в России? Я сказал руководство Российской Федерации. Президентом Российской Федерации был Ельцин. Я выехал на круг Череменск, там уже вовсю на всех, где жили ингуши, мелом было написано «ингуши». Почему войска, высадившись в Беслане, пошли через Владикавказ? Потому что первый населенный пункт примыкает к Владикавказу, где живут ингуши компактно. Когда десантники шли, вот эта Псковская дивизия, сидит один офицер, который служил в Афганистане. Он меня видел, подошел ко мне, поздоровался. И я смотрю, у него сидят в шапочках с белыми повязками. Я говорю, кто у тебя сидит там на БМД? Он говорит, наши проводники. Я говорю, какие проводники? Ну, проводники, они нам показывают, где ингушские дома. Я говорю, а ты что, с ингушами воюешь? Он говорит, да, нам сказали. А потом, когда я приехал в больницу в Корца, и там в больницу заносили раненых, там всех подряд, я был в форме генеральской, и один боевик подбегает ко мне, офицерский, говорит, вот, товарищ генерал, говорит, вы поправьте там десантника. Вот танкисты лучше воюют, чем десантники. Я говорю, хорошо, поправим, сейчас все поправим.